Закупка оборудования для больниц республики и его установка завершится к концу года, сообщил журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Абхазии Анзор Гоов. Освоено 96% денежных средств из 362 миллионов рублей, выделенных по инвестиционной программе. Хотелось больше закупить, но эта сумма была заложена еще в 2012 году, и она не была проиндексирована в связи с повышением курса доллара и евро. Из того, что было, мы максимально постарались выжать все то, что сегодня необходимо для того, чтобы оснастить эти больницы и запустить в полном объеме их. Новым оборудованием оснащаются лечебные учреждения, которые ранее были отремонтированы при российской финансовой помощи. Это республиканская и гудаутская больницы, психиатрическая больница, туберкулезные и онкологические диспансеры. Анзор Гоов сообщил, что ремонт Орчалской и детской больницы Сухума будет включен в расходную часть бюджета 2017 года. В течение 2015 года было 5000 обращений граждан в Министерство здравоохранения. 517 тысяч пациентов обратились за медицинской помощью в поликлинике страны. В больницах республики проведено 26 тысяч операций. Лечение граждан за пределами Абхазии оплачено государством на 60 миллионов рублей. За первое полугодие этого года уже на 37 миллионов рублей. В то же время министр здравоохранения обратил внимание журналистов на то, что и в Абхазии есть хирурги, которые могут оказывать высококвалифицированную помощь и проводить сложные операции. Это и челюстно-лицевые, и эндоскопические, и урологические малоинвазивные операции. Вместе с тем Гоов признал, что в районных больницах ощущается нехватка специалистов. Есть необходимость в детских врачах, инфекционистах, терапевтах общего профиля. Анзор Гоов сообщил на пресс-конференции, что в Министерстве здравоохранения разрабатывается положение о частично платных медицинских услугах для населения республики. Уже сейчас официально вводятся платные услуги на лечение иностранных граждан, приезжающих в Абхазию. В Конституции написано, что каждый гражданин имеет право на бесплатное медицинское. Для пациентов, которые лежат в стационаре и экстренных, он должен быть бесплатно. Мы должны определить сейчас, в связи с этим законом принятым, ту категорию граждан, которые попадают под бесплатное лечение. Это пенсионеры, это инвалиды войны, там должна быть эта категория обозначена четко. Во всем остальном, поликлинический прием и амбулаторный прием, сейчас обсуждается это вопрос о платных услугах. Должна быть четкая градация между категориями, кто может, кто не должен платить. Постоянно датировать все это государство не может. Это расходные материалы, это пленки, это лекарства, все государство пока не в состоянии. В нашем скудном бюджете это все датировано. Но эти категории они должны быть бесплатны, это однозначно. Отвечая на вопрос журналистов о целесообразности принятия закона о запрете абортов, Анзор Гоов сообщил, что Минздрав направил в парламент свои поправки к закону о здравоохранении. Парламент рассмотрит, мы надеемся на это. Они необходимы, потому что жизнь показала, что уже есть проблема, ее надо решать. Есть строго регламентированные вещи. Если от этого зависит жизнь, надо идти. Пока таких случаев особых не было, там 2 или 3 случая было, но мы пошли навстречу, потому что там была грубая патология плода. Все остальное здесь не проводится. Закон соблюдается, и он... Журналисты спрашивали министра здравоохранения о том, что же делать родителям новорожденного, если из-за запрета абортов в семье родится ребенок с патологией. Останется ли мать наедине со своей бедой или государство окажет ей помощь в лечении ребенка? Анзор Гоов ответил, что предполагается увеличение штата реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями в Сухуме. Буквально сегодня мы обсуждали бюджет в Минздраве по увеличению штата и бюджета для этого центра. Его надо расширять. Эта проблема есть не только у нас, она во всем мире есть, и государство должно заботиться о своих, а не наши граждане, как бы то ни было. Анзор Гоов рассказал, что формируется новая структура здравоохранения. Для более эффективной работы предполагается переподчинение всех районных больниц Министерству здравоохранения. Амрамичба, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.